Assalamu alaikum, efirde netice programması bugün yanvarının 15'i stüdiyada sizler için men Elmaz Asan çalışam. Ахмезжетте имам Расим Дервишевге каршы канунсыз миссионерлик фалиет костере деп мемори дава башлаттылар. Бүгін уйдырылған дава боюнча ишгалчилер махкемесinin топлашуы да өткөрүлдү. Невбетеки махкеме отурышы январнын 22-сине тайынленди. Адвокат Айдер Азаматов айтканына көрө 2019 сенеси декабрдын башында намаз вактында Ахмезжетте Макраусова сокагында ерлешкен жамиге бели олмаган адам кырып бираз леп чыгып кеткен. Намаз биткенинен жамиден чыкканларны ФСБ ve МЧС кадимлери каршылаган. Все действия прокуратуры, они незаконны, необоснованы и ничем не подтверждаются. В материалах вот просто нет никаких доказательств того, что ему вменяет, а именно миссионерская деятельность, которая проводилась якобы с нарушением законодательства. Ее просто нету, ее в принципе там нету, но прокуратура считает иначе. Ростов СИЗОсында саяси мабус Алим Каримовге тебе ярдым көстөрүлмөй. Буну Украина омбудсмени Людмила Денисова хабар этти. Кечкен сене март айында Ахмезжетте тутулуп терроризмде кабатланган саяси мабус ангина хасталыгына уграган. 3 күндөн бери сыжагы тушмай. Ама Ростов СИЗОсунун мемориети Каримовге илажылар бермеге рет этти. Денисова Русия омбудсмени Татьяна Москальковадан ажеле шекилде тебе ярдым берилмесini талап этти. Ишгалчилер Кырым татарыны терроризмде ve Русияда hakimiyetini күчнен запт этме интулвында кабатлай. Зазначене суперечить гарантованим нормам статті 3 Конвенції про захист прав людини і основних свобод та пунктів мінімальних стандартних правил поводження з в'язнями, схвалених Економічною і соціальною радою Організації Об'єднаних Націй. Украина невбетеки саяси мабуслер денештирилүүнү өз жедвелерин азырлай. Буну президент Владимир Зеленский Алмания канцлери Ангела Меркель эле телефонен лаф эткенин вакыт айтты. Лекин президент Русия эле яда сөздө ЛНР ve ДНРнен денештирилүү өткөрүлөжүгүн ачыкламады. Канунсуз шекилде Русь апсканелеринде тутулган кырым татарлар бу жедвелге кирсетилежекми, жокму белли дегил. Кечкен денештирүүлөрдө президент офиси мejlisинин музакере беле кечирмеген эди. Зеленский Меркель или Донбасстаки вазиетни да музакире этти. Атешкесүлүү вакында анлашув олганына бакмадан Русь женкаверлери атышууларына токтатмай деди. Ми занепокоєні невиконанням домовленостей щодо забезпечення реального режиму повної тиші на Донбасі. На наступних консультаціях тристоронньої контактної групи в Мінську 16 січня українська сторона активно працюватиме над просуванням додаткових заходів для повного та всеосяжного припинення вогню. Українська сторона вже визначила перелік 3 додаткових ділянок розведення сил і засобів. Эки яраланган Украин Арби ve Минск анлашмалары ясак эткен селянин 10 душман атышты. Донбасста кечкен геже тынч олмады. 3-cü күн женкаверлер Луганск юнелешинде көйлерини да ужум этти. Душман күчлери танкка каршы майын атыжы буюк калибрлы пулеметлар куллана. Російсько-окупаційні війська вчергове збільшили кількість обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил, активно застосовуючи на лінії бойового зіткнення заборонене Мінськими угодами озброєння, артилерії та міномети. Також нашими воїнами зафіксовано ведення вогню ворожими снайперами. Загалом вчора противник здійснив 10 прицільних обстрілів наших оборонних позицій. Свідоме ігнорування заборони застосування важкого озброєння російсько-окупаційні війська знову проявили поблизу населеного пункту Оріхове, де ворог вів вогонь по нашим воїнам зі 122-мм артилерії та двічі з мінометів різних калібрів. Русия баш назиры Дмитрий Медведев истифага чыкты. Унен берабер бутун Русия акимиетиди. Медведев яны назирлер шурасы топланмаганына кадар баш назир вазифесini вактынча эда этежек. Путин Медведев үчүн яны вазифе тешкил этти Русия февкуляды шурасы жол башчысынын муавини. Акимиетинин яны теркибини 2018 сенеси Русия президенти сайлаулардан соң тайынленген эдилер. Умумен аныгыланда Медведев 8 жылдан бери
Али баш назир вазифесінде ве Бермудет президент вазифесінде болынды. О Путин федераль топлашуына япхан мұражатындан соң истифаға кетмек қарарыны сеслендірді. Мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения для этого. И в этих условиях я полагаю, что было бы правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции Российской Федерации правительство Российской Федерации в действующем составе подало в отставку. Русия президенті Владимир Путин федераль шырасына япхан мұражатында анаясаға денішмелер кірсетмеге теклиф етті. Путин Русия анаясасы халқара анлашмаларындан да ұстын олмасыны істей. Президент вазифесіне кимудеттен чоқ сайланмамақ керек деді. Президент намзеті сайлавларда иштирак етмек үшін en az 25 ел девамында Русияда яшап ичбір дигер мемлекетінің ватандашы олмамалы. Бұл денішмелер бойынша Путин референдум кечірмеге теклиф етті. Учитывая, что предложенные инновации касаются существенных изменений политической системы, деятельности исполнительной, законодательной, судебной власти, считаю необходимым провести голосование граждан страны по всему пакету предложенных поправок в Конституцию Российской Федерации. Русияда Медведев истифаға кетмесінен бағылы бір хач версия тарқала. Олардан бірі Владимир Путин бұтын акимиетінің өз қолына алажақ ола. Назирлер шырасының яны ел башчысы Путин кеткен сон президент ола біле. Тафсидатлыжа Москвадаки мақсус мұхбиріміз Александр Подробинник тариф еті. Уже давно премьер-министр – это должность такая стабильная, коррупционная, зависимые прежде всего от лояльности президенту Путину и мало ориентированная на тот результат, который должна приносить работа премьер-министра. Ну и кажется на первый взгляд, что отставка связана с неудовольствием, возможно, неудовольствием премьер-министра Дмитрия Медведева тем, что правительство в дальнейшем будет переподчинено Государственной Думе, парламенту Российской Федерации. Объяснение Медведева о том, что правительство должно расчистить поле для реформ и дать возможность Путину принимать новые кадровые решения, тоже выглядит малоубедительно. Но, тем не менее, предполагать о том, что это бунт на корабле, тоже вряд ли стоит. Потому что это не те люди, которые могут быть самостоятельными политиками, могут оппонировать нынешней власти, предлагать свои собственные варианты. И начатые конституционные изменения сведены к тому, чтобы создать в конце концов в стране парламентскую республику, вместо президентской. Ну, конечно, все это остается в кавычках и парламентское, и президентское, потому что это не настоящий парламент, это не настоящий президент, это имитация государственных институтов, но тем не менее они будут имитированы таким образом, что власть будет в руках у премьер-министра, а премьер-министр будет иметь возможность сидеть нескончаемое число сроков в кресле премьер-министра, и, конечно, Путина это устраивает. Я думаю, что весь смысл всех изменений сводится именно к тому, чтобы Путин мог осуществлять диктаторские полномочия бесконечно. Становится понятным, что цели власти только в том, чтобы сохранировать, узурпировать нынешние должности, оставить их за тем политическим кланом, который находится сегодня у власти. И это самое главное, что мы можем вынести из состоявшихся сегодня изменений, из произошедших сегодня событий.
Назирлер Шурасы идареji вазифелерде çalışkan memurlarının aylıklarını belgiledi. Prezident ofisinde Yada Milli Hafsızlık ve Müdafaa Şurasında memurlar en az 38 bin grivna maaş alacak. Nazirler ise 33 binden ziyade aylık elde edecek. Ay memurlar semerili çalışması için de hoşma 70 bin grivna mükafat alabilecek. Nazirler Şurasının naziri Dmitri Dubilet hayat etkenine göre memurlarının aylıklarını arttırıp хабарчылыкны көрішмеге істейлер. Ви знаєте, що було таке явище, могло дозволити собі отримувати невеликий офіційний доход, але в чорну або через якісь корупційні схеми отримувати великий дохід. Ми зараз маємо ситуацію, коли жодних чорних, жодних корупційних схем немає. І тому ми маємо чесно сказати, що ці люди, які щодня приймають рішення щодо бюджетів у десятки та сотні мільйонів гривень, яких абсолютно оточують там спокуси, самі різні спокуси, самі різні, я не знаю, там фінансово-промислові групи і так далі, ми маємо дати доход, який принаймні дозволить їм не думати про ці спокуси. Киев vilayetinde hukuk korucular Amina Akuyeva öldürüvüne alakası ola bilgen da bir insanı tuttu. Bu Andrey Kravchenko'dur. Onu diğer cinayi davalar nende bağlaylar. Politsiyanın matbuat merkezi yol başçısı Nikolay Zhukovich'nin aytkanına göre Soskaparol kompaniyasının müdürü Pavel Zmojny ve Kiev metrosunun reklama yol başçısı Pavel Milenko hakkında kete. Hatırlatamız bundan evvel Kiev mahkemesi gönüllü Amina Akuyeva'nın öldürüvünde kabatlanған Игорь Редькинді de yakaladı. İran'da uçak kazası neticesinde elak olgan 11 Ukrayna vatandaşından şimdilik tek 4'ünü belgilep oldular. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskiy elak olganlarının yakınlarının görüşken vaktında İran tarafı yanvarının 19'una kadar bütün cesetlerini belgilep bitirecek dedi. Sonra Ukraynalıların cesetlerini evge kaytaracaklar. Nazirler Şurası kazada elak olganlarga 200 bin grivna tazminatlar vereceğine vade etti. Bundan gayrı Ukrayna İran'dan da tazminatlar talep edecek. İran'da ise Ukrayna uçağını urgan raketanın videosunu derç etken insanı yakaladılar. Onu raketanı yibergen İslam İnkılabı'nın askerleri tutup aldı. Sanki dersin ucum inceliklerini öğrenmek için. Bu da hadan netice programması sonuna yeti hepinizge hayırlı akşamlar dili. ATR'den ayrılmanız.